Его звали Сабырлы, терпеливый. Мать его была породистой овчаркой. Шкура его отца, матерого волка, долгое время лежала на полу у кровати Сулеймана и не раз заставляла маленького Сабырлы ощетиниться и враждебно зарычать. С малолетства у Сабырлы была слабость, любопытство. Из-за этого с ним всю жизнь случались неприятности. Щенком он страшно заинтересовался светящимися комочками в костре. Сунул мордочку и завизжал в ужасе, обжегся. Как-то лежал в хлеву, где мирно жевала свою жвачку пятнистая корова. Проснувшись посреди ночи, Сабырлы вдруг обнаружил мокрого теленка, качающегося на длинных тонких ножках возле пеструшки. Тявкнув, Сабырлы подскочил к нему, словно желая поинтересоваться: «Ты откуда здесь взялся? И вообще, кто ты такой, что так по-свойски появился здесь?» Сейчас Сабырлы много лет. У него не хватает одного уха и нет хвоста. Их он потерял, когда ему было 5 лет. Что-то удерживало его здесь, возможно, всегдашнее любопытство, а, быть может, надоело ему бегать от людей, пугаться любого шороха. В последнюю неделю Сабырлы не здоровилось. Все эти дни он пролежал голодный, не разбирая ни дня, ни ночи, ни яви, ни сна. В его сознании все смешалось. Картины прошлого и сегодняшнего, обрывки снов. Он уже ничему не удивлялся. На открытый глаз Сабырлы села муха. Но он уже не мог ее прогнать.